Вот как нам положили, как водопроводку делали, нету воды. Нету воды. Наудаш Бихоеву понять несложно. Как и многие жители селения Ашты, семья уже больше 20 лет страдает из-за проблем с водоснабжением. Женщина живет здесь вместе с мужем, сыном и 5 внуками. Сталкивается с бытовыми трудностями. Приходится чуть ли не ежедневно. Мы воду берем, вон аж далеко, сдалека берем. Некоторые сделали у себя скважины во дворе. Бывает, стирает, мыет, в огороде поливает. Нет у нас, мучаемся. Вода, как известно, источник жизни, но в случае жителей этого маленького села она давно стала источником выживания. Чтобы хоть как-то решить этот многолетний вопрос, в Ашты провели монтаж водопроводных сетей протяженностью 8,5 километров, а на окраине села пробурили скважину и установили резервуар-накопитель. Скважину пробурили на глубине более 300 метров. Но оттуда вода идет мутная, в малом количестве и мутная. Ее 2 недели уже промываем. Возможно, она промоется, но в настоящее время она непригодна для подачи воды сюда населению. Представители Ингуш-регион-водоканала совместно с жителями решили сами докопаться до грунтовых вод. Одно из таких мест нашли быстро на окраине села. Здесь сразу же вырыли каптажный колодец глубиной в 7 метров и вместимостью 10 кубов. Опустили туда обсадную трубу, опустили туда глубинный насосик, и потом этот насосик качает и подает прямо в сеть, тем самым обеспечивая водой хоть часть населения этого населенного пункта. Ориентировочная добыча воды вот этого каптажного колодца составляет где-то 1,5 куба в час. То есть в сутки это выходит где-то в пределах 30 кубов в сутки. Благодаря колодцу появилась возможность ежедневно обеспечивать питьевой водой более 40 близлежащих домов. В дальнейшем мощность насоса будет увеличиваться по мере необходимости. Плюс ко всему в селе планируют пробурить еще 2 скважины глубиной до 25 метров и подачей воды до 120 кубов в сутки. Строительство одной из них уже ведется 2-ю неделю. По поручению главы последние 2-3 недели активно здесь ведутся работы для того, чтобы людям, жителям села была подана чистая вода. И вот сейчас за спиной вы видите, опять же, это силами Ингуш-водоканала, вот сейчас ведутся работы. Опять же, это здесь грунтовую воду ищем. Здесь, я думаю, дебет будет намного больше. И если вот эту скважину освоим мы, я думаю, 100% обеспечением водой мы закроем это село. Воду в селе подадут уже через 2 недели, но власти района уверяют, полноценное обеспечение жителей Ашты живительной влагой – это лишь начало пути по улучшению жилищно-коммунальных условий в отдаленных селах нашей республики. Параллельно эта программа реализуется в таких населенных пунктах, как Нестеровская, Алхасты, Галашки, Мужичи, Алкун и Биертюрт. Всего собираются проложить трубы общей протяженностью 108 километров, пробурить 9 артезианских скважин, а также установить 4 накопителя. Все эти меры направлены на то, чтобы раз и навсегда решить вопрос нехватки воды в Сунжинском районе. Микаил Тангиев, Магомед Белакиев, Новости 24.